Мазейда – слово молодежи. Каково быть студентом-заочником? Поговорим об этом с абхазскими студентами. Согласны ли вы со стереотипом о том, что заочное обучение уступает очной форме обучения по двум важным параметрам? По качеству образования – раз, по востребованности выпускников – два. Поговорим о нашей с вами заочке, которая существует уже много лет и вырастила большое количество специалистов с высшим образованием. Смею предположить, значительная часть этих выпускников смогла успешно реализовать себя. Мазейда – слово молодежи. Для зрителей уточняю, что сегодня у нас студенты – филологи, историки, юристы и педагоги. Ну, достаточно серьезное, скажем так, разнообразие. Должно быть у каждого из вас своя история выбора и профессии, и заочной формы обучения. Выбор факультета был у меня спонтанным, скажу честно. Поступала после школы. Вы на историческом факультете? Я учусь на историческом факультете сразу же после окончания школы, 4-й средней в городе Ткварчал. Пользуясь моментом, им привет всем педагогам и любимой школе. Не получилось получить высшего образования, училась много всему, различные курсы проходила. И вот неким незакрытым гештальтом было вот отсутствие высшего образования, и поэтому я решила, что нужно иметь диплом о высшем образовании. И пришла в университет, будучи в таком взрослом возрасте. Из заочных факультетов выбора было не так много, поэтому я остановила свой выбор на истории, потому что с детства интересовалась этим предметом. Это наиболее интересный из всех на тот момент заочных факультетов был исторический, и ни разу не пожалела об этом. Вы уже на каком курсе? И я уже на 4-м курсе. Время летит быстро. Хорошо. А вот по жизни все эти годы чем вы занимались? Я никогда не работала в каких-то структурах. Я вообще не системный человек. Всегда как-то где-то на себя. И, как это сейчас модно говорить, индивидуальный предприниматель на данный момент. И поэтому я не знаю, как дальше сложится моя судьба, жизнь. Я не знаю, я смогу ли реализоваться как историк, но это образование для меня очень ценно. Это ваше первое образование, правда же? Вы поступили на исторический факультет, вы ветеран войны, в Абхазии, по-моему, все вас знают. Вот Ажиба знают все. Как получилось так, что вы вот в этом году пришли на исторический факультет АГУ? И вы мой студент, и мне очень приятно это. Чисто личный интерес, одним словом. То есть у вас есть такой какой-то практический интерес, что вот я буду учиться на историческом факультете, параллельно я смогу работать именно по этой специальности, по этой профессии, либо я закончу, у меня будет диплом, и диплом мне поможет в поиске работы, или наоборот, там, где вы работаете, этот диплом вам нужен, все-таки, или просто на самом деле вам интересно? Нет, чисто личный интерес, да, это личный интерес. Издал уже целую работу, как говорится, и так. А что за работу вы издали? Абаза в Кабарде называется. Абазы в Кабарде? В Кабарде, да. Там все доказано, то, что много абхазов в Кабарде, которые ассимилировались поэтапно.
Вот по ним работа Вы была. пытались изучить этот вопрос, да? Ну да. Первое мое образование это было историческое. Поступил я туда на заочное отделение. Тоже, кстати говоря, проблемы свои возникли, не получилось поступить на очное. И очень сильно благодарен Алику Николаевичу, то, что он дал возможность все-таки реализоваться после, получается, русский язык. Не сдал я. И То есть вступительно не смогли Да. сдать? Это когда поступали на исторический заочно? Да. Ничего сложного не было, честно говоря, но чуть-чуть такой вот это... Помладше был, голова где-то пекала, и исходя от этого не получилось. И Алик Николаевич Габеля дал такое право собеседование у него пройти, и если пройдется собеседование, то поступить уже на заочное отделение. То есть 2 экзамена тоже надо было сдать. Не меньше, как помню, 4. И вот получилось все-таки, и собеседование прошел, и историю России сдал, историю Абхазии сдал. Так я поступил на заочное. Касаемо, когда закончил исторический факультет, мне как-то, вот именно исторический факультет меня вдохновил в том, что вот есть учеба, есть, нужно дальше стремиться, и вот как-то я попал так не на юридический факультет. И очень А на сильно... юридическом вы опять на заочном. Вы Да. такой кровный заочник. Да, можно так сказать. 9 лет уже ОГУ отдал. Честно вам скажу, я очень сильно благодарен именно первому своему образованию, это исторический факультет, потому что первоначально, касаемо, когда ты изучаешь историю, хочешь ты этого или нет, оно просто пробуждает в тебе патриотизм. И когда ты узнаешь свою историю, когда ты узнаешь историю своих соседей, и это, конечно же, очень интересно, увлекательно. Как-то вот так вот все Хорошо, сложилось. вот и исторически заочно, и теперь юридически заочно. Но уже вы посчитали, что взрослый человек, уже как-то вам поздно учиться на дневном отделении, либо вот по какой причине опять на заочке вы? Вторая причина, почему на заочку, это потому что если идешь на высшее второе, то есть это автоматически ты должен учиться на заочном отделении. Да, то есть такое положение вот есть, да? И Да. исходя от этого так и получилось. Хорошо, очень интересно. А почему на юридический теперь вопрос? Честно говоря, не могу даже ответить. Наверное, скорее всего, это рядышком с историческим за это. Другого объяснения у вас нет, да? Нет. Историки, юристы, Просто захотелось как бы- соседи, Да. соседи факультеты, да? Вот, Да. ну, не знаю, мне кажется, вы немножко шутите. Хорошо, вы сказали, что с русским языком у вас была проблема, и немножко получилось так, что проще оказалось поступить на заочную форму обучения. Почему вы с русским языком так не дружите? Вы дружите с абхазским? С русским языком я очень хорошо дружу, и с абхазским тоже... Абсю хума. Абсю швай. يبزيني وحومة И أيه هاسي شو захадоровский урус حالة قدوم استحضر ترى يتبوب можете передать микрофон. Алиса, Да. а педагогика факультета чына царашсот да. ярбан курсу? Альбет Пекурс. Айбет пекурс. Но а школ шалгаз фтамлет айгопшен талаз. Усана хабарвяс кёпшен талаз. Ишпакалы убри я хайф зиман шала зарпсафила. Сара исымшаги ахучква бзи спонсор зайкун брин истахын салакарц усура яцыстарц убрис бзи барая. А школ шанал газаштя хабартакыр шуксейца зныкыр царастаут хушала гахазна. Исала гахянаха усқан исукумджедзет. Исукумджедзет. Уже директор аус вилама. Еще покажет общарать без школ номер юберджа арцаюс. Алла гартват класс общепит пе класса джа напхкаюс соп бра усызуй. Ага. А цара шенталума абри заочка абламбарат факультет хаячто аукша. Алла парадат. Усура Хаса абламбарат прохан алла парад яхаегуб яшна. Абри иналуш аштих а цара шентала аштих ума а школа чоусура финалага. Мамзар Гизанца школа фиалагит диплом шумадзамыстаха рцавис фирдеркала и тусома. Абхе покаша рцавис салагит усура нас истахита брахе диплом ну Ишпазхари, а хоть кой-ги бзи збона зара сызджаза аусура снапы зласказги скопхон, аха итиги яцыстар стахына диплом гисор стахуп ферада, аха Аусура финалага школа чо мотивация хайгу хэтуштанас хучкай и бзен рырцара фякшерца зэфэн яхто цараги фяурцапан аси ныкала талар яхишсы марихама.
Иаҳа исзымариахеит, насгьы араҵәҟьа аҵарагьы иаҳа исзымариахеит, сусура иаԥырхагамкәан сҵарагьы иахьысыгӡо убас еиԥш алшара соуит азын Иара исгәаԥхоит. ишәцои ашколаҿы шәусуреи иизааигәаҵәҟьома, мамзаргьы араҟа акы уахысуеит иаҳҳәап, алекциақәагьы инацәазыӡырҩуа роуп сызҿу. Ашколаҿы ахәыҷқәа инадурҵо иухәаҵәҟьома, иабанӡаухәа? Иухәыц сара агәра згеит, ара сцеижьҭеи даара акыр иаҳагьы аԥышәа исымаз хәыҷуп, аха иаҳагьы сԥышәа схы иасырхәаша даара ирацәаны иаҳдырҵоит, еиҳарак исгәаԥхо аԥсихологиа. Аԥсихологиа сгәаԥхоит даара. Пақәашьтәи ашкол, аԥшьбатәи аклассаҿы ҵара дшәырҵоит шаҟаҩык ахәыҷқәа ашколаҿы? Уа иаша шәасҳәап, Пақәашьха школк ҳамоуп, абри азын сара арҵаҩы сахьоу даара имаҷҩуп ахәыҷқәа. Ашколаҿы зегьы ахьынӡанаӡааӡо иҳамоуп ҩажәи-жәохәҩык ахәыҷқәа. Шәыклассаҿ шаҟаҩык ада? Сара сыклассаҿы иоуп хәҩык ахәыҷқәа. Хәҩык ахәыҷқәа. Нас хәҩык ахәыҷқәа ус рыдулара иаҳагьы имариоуп. Иаҳагьы имариоуп. Аурок аиҭаҳәарагьы уахьӡоит, акырынтә разҵаарагьы уахьӡоит, ашьапырӷәӷәарагьы уахьӡоит, умаашьар зегьы урыхьӡоит. Ақыҭа школаҿы иахьа арҵаҩы иҭаххар аусура азыҳәан иаҳа иҭагылазаашьа, агәыԥқәа ахьмаҷу аҭагылазаашьа иаҳа иманшәалоуп, иҭабуп, иацысҵарц сҭахыда? У меня первое образование музыкальное. Получила я его сразу после окончания школы. Но я с детства занималась музыкой, это было мое призвание. Я почему-то вот представляла, что я стану артисткой, и ни о какой другой профессии речи идти не могло. Но когда я закончила музыкальное училище, значит... Вы наша Сухумская? Да, наше государственное музыкальное училище. Училась у Чамагуа Джансуха Ивановича. Вот, по окончанию я, значит, вышла замуж, и у меня появились детки прекрасные, 2 детишек у меня. Ну вот, семья, быт, дети, садик, школа и так далее. Как-то я отдалилась от музыки, и не выступала, и не принимала нигде участие. Ну, как-то это все для меня. В общем, да, на второй план все ушло, да. Вы ушли в семью, скажем так. Погрузилась в семью. Потом дети подросли. Дети подросли, старшая дочка, они у меня умненькие, смышлененькие, своих детей хвалить нельзя, как говорится, но это я со слов посторонних. Все родители считают, что у них дети самые гениальные. Дочка у меня пошла в 1 класс, она у меня отличницей была до 7 класса. Вот в связи с пандемией, когда на полгода закрывали школы, вот потом... Когда возобновлялся процесс, они пытались наверстать упущенное, да, программа, чтобы догнать. Ну, понятно. Да, и нагрузка большая пошла, и там вместо 1 параграфа, допустим, на дом, да, домашнее задание было объемнее, более 2-3 параграфа, и по каждому предмету так просто уже, я не знаю, мозг кипел у ребенка. Как я решила поступить? Сейчас расскажу, на филологический факультет. Когда она пошла в 1 класс, я стала с ней дома заниматься. Думаю, почему она так подробно рассказывает о своих детях? Оказывается, дети мотивировали Именно ее. она меня, да, вот смотивировала. Когда дочка пошла в 1 класс, я стала с ней заниматься дома. Ну, делаем домашнее задание, дополнительно читаем над каллиграфией там... Ну, короче, тщательно над всем мы работали. 1 класс мы на отлично закрыли, 2 класс закрыли на отлично. И тут я понимаю, что мне очень нравится заниматься с детьми маленькими, объяснять ей. Вот она мне говорит: мама, ты знаешь, ты мне так объяснила, я больше поняла, чем в классе. Она открыла таланты. Да, я поняла, что и у меня, значит, получается доносить что-то. И мне это очень понравилось. И тут у меня вот такое желание появилось. А почему бы и нет? Вот если я уже не связана с музыкой, да, как бы не занимаюсь, ну, не выступаю. Раньше я выступала на гастроли. Вы вообще пели? Да, Поете? Поете вообще? Поете я вообще, же? да. Ну да.
пою. Мы раньше выезжали на гастроли, и здесь принимала участие во всех концертах. А что именно пели? Ну, разные. Эстраду? Классику? Эстраду, да. На Хорошо. эстрадном отделении. И вы поступили, что, трудно было поступить на специальность русский язык и литература? Я захотела поступить, но у меня был страх. Может, уже не тот возраст, может, я не смогу. Много лет прошло после окончания школы, может, я уже программу не помню. И если попытаюсь и не смогу, это будет позором. Ну, много у меня Ну, в заговорили ваши голове. комплексы дальше. Да. В итоге я Поступили как? Тяжело рискнула. поступали или легко было поступить? Ну, я не скажу, что тяжело, да, волнение, да, отвыкла, да, много лет прошло, читать, писать, отвыкла от всего этого, но у меня получилось, и Сейчас вы на каком курсе? сейчас я уже на 5 курсе. На 5 курсе. Вы уже завершаете учебу, да? Да. Хорошо. Об учебе, о том, что вам понравилось, не понравилось и так далее, мы поговорим потом. Кто еще хочет свою историю коротко рассказать? Давайте. Вообще я поступала на очное обучение на ИНИАЗ. Я там училась на 1 курсе. Я решила поступить перейти, то есть на заочное отделение, так как я работаю в ансамбле народного танца «Кавказ» Республики Абхазия. И у меня в этот момент возникли частые гастроли, была большая нагрузка. Я решила перейти на заочную форму обучения. На заочном был только один факультет, это русский язык и литература, поэтому поступила я туда. Ни о чем не жалею, я все равно любила и в школе этот предмет. Как-то так. И вообще, там у вас кафедра, и одна, и вторая кафедры очень интересные. И Да. язык, и литература, и так далее. Ну, я так поняла, что работа заставила вас уйти на заочку. А Да. так вы не планировали заочку. Я не планировала, но я не забрасываю также язык, я занимаюсь, и мне очень интересно также на этом факультете, поэтому я очень рада, что туда тоже попала. Ну, очень приятно. Хорошо, Марина. Дальше давайте, Диана, что вы скажете? Я после школы, как бы я не знала, куда я поступлю, и в школе более интересовалась историей, и я на очное поступала, но потом я решила, что я переведусь на заочное и еще пойду на какие-либо курсы и буду совмещать. И вот я поступила на заочное, не жалею. Я думаю, если я буду на какие стараться... курсы вы пошли? Вы пошли на какие-то курсы? Ну, я сейчас начала ходить на танцы, еще хочу пойти на компьютерные курсы. И потом уже не знаю, как Понятно, получится. новое поколение, все хочет сразу и быстро. Хотела я к Саиду, но Лена уже просит слова. Давайте, Лен. Я являюсь студенткой исторического факультета, форма обучения у меня заочная. Сделала я свой выбор осознанно. После школы я поступила на исторический факультет. История — это вообще очень обширная наука, и мне нравится история. Я думаю, считаю точнее, что каждый человек, проживающий на своей родине, должен знать свою историю. Но помимо своей истории Абхазии мы изучаем и другие истории. Выбрала я заочное отделение из-за того, что это дает мне такой шанс одновременно учиться, совмещать еще работу. Я работаю в цветочном салоне с мамой, да. И учу английский, то есть дает мне возможность заочное отделение, то есть участвовать одновременно во всех сферах. Очень интересно. Да, вообще планируете работать по профессии? Вот, чтобы, скажем, вы стали историком, закончили истфак, или вы будете там в цветочном бизнесе работать, чем-то таким заниматься? Ну, пока не знаете. Пока не знаю, думаю, что планы могут измениться. Потому что вы пока всего лишь на 1 курсе. Да, пока на 1 курсе, потом уже как пойдет. Хорошо. Саид ждет слова. Здравствуйте. Меня зовут Саид, я Ферзба. Я сегодня студент исторического факультета, 1 курс у меня. Хоть когда-то я и на очном отделении добирался, выражусь так, до 3 курса, но по личным причинам я переводился на заочное отделение, я поступал на исторический факультет на очное сразу после окончания школы. Меня наставила на этот путь моя классная руководительница Людмила Шамилевна Лазба. Она была у нас классным руководителем, и она же преподавала нам историю. Я поняла, школу алгебра. Школу алгебра, я, чтоб Лара Брямю Суплургулет,
какие-то задатки, наверное, она во мне разглядела. Успешного историка, может быть. Надеюсь, она во мне тогда что-то видела. И очень добрые у меня отношения с ней были, я ее очень уважал, и потому я как бы Вот прислушался как педагог к ней. может повлиять, да? Но в на научном выбор. отделении у меня все сложилось не очень успешно, в том смысле, что я был вынужден перевестись на заочное отделение по личным причинам, я не мог посещать АГУ Ну какие же ежедневно и так грехи у часто. тебя были на дневном отделении, что там произошло, Ну, почему? Родное лицо на дневном недавно увидела на заочном первом, я не поняла, что вообще произошло. Мне показалось, что у меня что-то с памятью случилось. У Да. меня была проблема с тем, что я не мог так часто вот именно что ходить в АГУ, и я перевелся на А заочное что значит не отделение. мог? По какой причине не мог? А, Работа? Как работа, так и вообще мой быт, он мне на тот момент не позволял. У меня не было возможности физически здесь находиться вот в будние дни каждый То день. есть именно тебе так. удобно на заочном, и ты выбор сделал такой Ну, осознанный. история непростая. Я, переведясь на заочное отделение, я столкнулся с тем фактом, что, оказывается, не отдав еще долг своей родине, учиться на заочном отделении я не могу. Я принял присягу и отслужил, отдал долг своей родине, но после чего я совершил, опять же, наверное, ошибку. Я сразу не вернулся на учебу. Сколько ты служил? 1,5 года. Вы реагируете, потому что сейчас не идут, понимаете, и многие, это мы потом скажем, Это на не дневном заслуга, почему это учатся? долг каждого из нас. Да, здесь но дело не в том, за что что хлопать. мы же знаем, как ребята пытаются избежать, да, службы в армиях. Вот Бота знает. Очень много молодежи не хочет служить, но сейчас обо всем этом говорить не буду. Но свой долг перед Родиной ты выполнил, молодец, хорошо. И дальше возвращаешься. Не вернулся я, так сложилось, и так у многих складывается, что я учиться сразу не стал. Моя большая ошибка должно быть. Но, опять же, по каким-то личным причинам, может быть, по бытовым, я ушел работать. Вообще, честно говоря, я, поступив в АГУ еще 10 лет назад, я вместе с этим стал работать гидом. Оказывается, ему так много лет. Я думала, он совсем молодой. Ну, и вот я вернулся в свою профессию, а не в свою учебу. И вообще я тот человек, который очень часто сталкивался с тем, что на своем примере или на примерах своих друзей я знаю, что работодатель первым делом спрашивает, не чему ты учился, а что ты умеешь. Не то, какое, есть ли у тебя образование, да, но какие у тебя навыки. Не то, по образованию ты историк или нет, а можешь ли ты общаться с людьми, например. Что тебе это дало, кроме того, что у тебя есть такие-то знания, если ты, конечно же, идешь не по своей специальности. Сегодня в наши дни это, понимаете, да, это не только сегодня, уже это не только какое-то частное предприятие, даже в госучреждениях ты столкнешься с тем, Все-таки что... учеба на заочном, учеба на историческом, я вижу, ты факультету своему изменил, несмотря на то, что вот эта тропа, которая сюда ведет, она оказалась очень сложной. Из-за чего опять вернулся? Все-таки тебе это интересно и ничего другого Мне ты это для себя не интересно. видишь, или ты думаешь, что тебе эти знания пригодятся, они тебе нужны? Конечно, мне это интересно. Сегодня вообще мое государство в том положении, когда я могу с иностранцем, может быть, даже и с гражданином Абхазии, у меня может состояться тот диалог, где если я не смогу достаточно ясно объяснить историю вообще происхождения и культуру своего народа, я окажусь в очень неловком положении, мягко говоря так. И сегодня у нас очень много процентов нашего общения с людьми, оно состоится в интернете. И очень часто мы, даже если ты не собираешься, даже избегаешь какой-то полемики, может быть, с нашими даже ближайшими соседями, она у тебя все-таки может состояться. Элементарно даже в этом быть необразованным и не знать своей истории, по-моему, мы не можем себе такое позволить сегодня. И мне в первую очередь моя история интересна. И также интересна вообще мировая история, история наших соседей. И я думаю, это то образование, которое, даже если ты посвятил себя чему-то другому, пусть то и не я, но свою историю ты все-таки должен знать. А в моей ситуации, когда я образование получаю ради образования, я выбрал получить историческое его. Хорошо, спасибо. Я Анна Чкадо, учусь на историческом заочном отделении. Вот у меня немножко другая история поступления, и думаю, многие телезрители с этим согласятся. Когда я закончила школу, мне было 16 лет, я ясно не понимала,
ну, как сказать, ясно не понимала, куда мне поступать, и мне посоветовали на исторический факультет. По совету родителей или? Посоветовал дядя. Ага, Мой ну, дядя родственники посоветовал, посоветовали, да, родственники такое бывает, посоветовали, я поступила. Дядя посоветовал. Это интересно. Очень часто молодые люди поступают, вот как раз-таки выбирают профессии, которые посоветовали родственники. Так бывает часто. Так как мы Да. не понимаем Но пока. теперь уже 4 года практически прошло, ты обучаешься на заочном отделении, на историческом, и ты считаешь, что ты сделала правильный выбор профессии? Да, правильный выбор, так как у меня появился интерес к этому предмету. Но по ходу учебы, да, появился этот интерес. Хорошо. Вот за это время ты куда-то устроилась на работу? Да, я работаю в школе. Ага, в школе да, преподаешь. В преподаю какой историю школе? России. Ага, даже так, историю России. И попала в телевидение. А где телевидение? На каком телевидении? В Гальском. А, ты работаешь на Гальском телевидении, да? А чем ты там занимаешься? Я монтажер, видеомонтажер. А, ты монтажер, очень хорошо. Ну, понимаю, что история и монтаж это... Я еще и в школе работаю параллельно. То в есть школе совмещаю 2 работы вместе. 2 работы. Интересно, очень хорошо, замечательно. Я вот не знала об этом, что ты на телевидении Гальском работаешь. Да. Мазейда, Ачар Ража. Я хочу, чтобы мы с вами порассуждали об очевидных минусах заочной формы обучения. Минусы заочного обучения для ребят, сразу поступивших после школы, заключаются в том, что, наверное, все-таки хромает самодисциплина. Это первое. Это нужно проявить усилие над собой, силу воли, сесть и самостоятельно разобрать какой-то материал. Но, возможно, не каждый студент сможет осилить и объем, и... То есть на заочке нету этого контроля, да, который есть на дневном отделении. Поэтому ты сам должен заставить себя что? Самодисциплинироваться и работать. Сесть и разобрать этот материал. И не каждый ведь подросток, студент сможет смысловую нагрузку может понять, а лектор как, скажем таким словом, разжует все, потому что большее количество часов, и тут, конечно, преимущество большое в том плане, что ты ходишь постоянно, каждый день, систематически, потом куча семинаров, чего нет у заочников, поэтому минусы есть. Главный акцент, который делается, да, на заочке, это вот самостоятельная работа, да, самостоятельная. И вот вы считаете, что молодым студентам трудно контролировать себя, организовать свою работу. Но есть, наверное, вот в этом смысле. Хорошо. Вот легко совмещать работу и учебу? Нет, нелегко. Потому что учебе надо уделять отдельное, так скажем, время. А я прихожу с работы уже после 6, уставшая. Иногда бывает, что сразу придя домой, меня клонит ко сну, как говорится, и не всегда легко. Хорошо. Вообще, я думаю, что очень многие молодые люди сразу же пошли бы на заочку, если бы не одно условие, которое их не особенно устраивает. В принципе, косвенно об этом Саид уже сказал. Саид, может, продолжишь? Что это? Я отмечу, что те дни, даже те малые дни, которые мы имеем удовольствие вас слушать здесь в АГУ, они бывают для многих работающих очень тяжелыми днями, потому как отпроситься на работе, не всегда вот дни совпадают. Бывает такое, что этого лектора мне очень надо послушать. К нему надо прийти, его я хочу услышать. Но в этот же день у меня на работе может быть такая задача, что я сам не хочу отпрашиваться. Такое возможно. Ну вот как работодатель реагирует, когда вы говорите, ваш начальник, скажем, да, вот на работе, как он реагирует, когда вы говорите, у меня началась установка, то есть установочная сессия. Какая реакция обычно бывает? В моем случае я работаю сегодня в компании Amobile, я специалист группы продаж. И в моем случае у меня с этим проблем нет, потому как Amobile очень лояльно подходит к тому, чтобы я получил это образование. Наоборот, они меня только подталкивают.
И с тем, чтобы освободить меня в те часы, когда у меня есть здесь учеба, у меня проблем нет. Но вот я смотрю в частных предприятиях, ну, многие мои товарищи, которые на заочном отделении, многие работают. Я знаю о том, что у многих есть с этим проблема. Не все есть так проблема, подходят. работодатель не хочет отпускать на столь длительное время. Я помню, в советское время это было так хорошо поставлено, что работодатель, чтобы там стал сомневаться в том, что вообще надо иметь этого работника у себя и так далее, или же, скажем, не отпускал, скажем, работника на учебу, на установочную сессию, которая длилась там целый месяц и вообще 2 месяца в год так получалось, да? Такого не было. Но тогда все было достаточно строго и все было в рамках достаточно жестких и, ну, может быть, даже очень справедливых законов. Значит, это одна проблема еще на самом деле для тех, кто работает. Вот, потому что еще на заочном я вижу, как это происходит. Это не то, что вот ты пришел там на 2 недели, на 3 недели, ты и лекции послушал, и зачеты сдал, и экзамены сдал, и все. Остальное время, там, скажем, ну да, через полгода ты возвращаешься. Нет, я как вижу по графику, вы очень часто, я вас вижу в коридорах нашего университета, то есть вы по достаточно длинному графику сдаете зачеты и экзамены. Если я не ошибаюсь, это вам виднее, потому что я этим не занимаюсь и не знаю. На самом деле мало какой работодатель захочет отдавать какие-то часы работы работника на его образование, если это образование не сделает его лучшим в работе на него. Ну, то есть, понимаете, если, допустим, я работаю не где-то в сфере там, исторической, мало ну, да. будет, если, скорее скажем, всего, мало сейчас ты интересно, учился бы на айтишника, может быть, твоему работодателю было бы это очень даже интересно, и он тебя всячески подстегивал бы, мотивировал бы, наверное, чтобы ты учился и учился, да? Должно быть так в среднем в Должно Абхазии. быть так, Говоря да? обо мне, у меня с этим проблем нет. У тебя все хорошо, но ты же сейчас Мне не будешь повезло. говорить, если даже не все очень хорошо, потому что мы хотим работать. Завтра тоже мы хотим пойти на работу, правда же? Кстати, вот проблему поднимал Саид, проблема армии. Заочников бегом призывают в армию. И поэтому, насколько я понимаю, очень много мальчиков, которые вообще не хотели бы на дневном учиться и абсолютно не подготовлены ни психологически, никак к обучению на дневном отделении, они идут на дневное, потому что они знают, что если пойдут на заочку, их сразу же заберут в армию. Есть же эта проблема. С этой проблемой ты сталкивался? Да, я сталкивался и как бы не сопротивлялся. Я пошел служить, и первый месяц мне было немного сложно, касаемо, пока принял Какие у нас положительные студенты, вы представляете? Да. Молодец, и хорошо, пока я учился на историческом, я, получается, параллельно служил, параллельно учился и еще параллельно работал в сфере туризма. То есть, но учиться разрешили параллельно с армией? Я договорился. В нарушение всех законов, да? Или же это, знаете, закона о как службе. когда говоришь здесь то, что у тебя армия, там моментами такое что-то случается, ну, по закону, кто служит, тот не учится. Похоже, там договорились. Когда ты там говоришь такое, ну, бросай учебу. И как-то приходилось такую золотую середину находить, чтобы... Да, лавировать приходилось, да. И отслужил, и выучился на историческом, да. А теперь на юридическом ты вполне взрослый человек, в общем-то, и никто тебя никуда не тянет. Работаем? Работаю летний сезон только, получается. Я экскурсовод фирмы «Абсотур». Ага, а вот оно что. Да. Все-таки да. Исторический факультет много не помог. Сейчас молодежи, кстати, студентов, преподавателей наших много, кто работает экскурсоводами. Это такая, ну, можно сказать, золотая жила теперь для значительной части молодежи. Ну, есть свои там сложности касаемо того, что ты 24/7 находишься в дороге, и каждый раз ты видишь разных абсолютно людей, и подстраиваться под них, чтобы провести хорошую работу, это очень сложно. Это просто эмоционально, психологически очень давит на каждого человека. Это вот знание по истории, да еще вот юриспруденция у тебя параллельно идет, как они помогают работать. Я представляю, это уже очень важно, потому что очень много гидов развелось в Абхазии, сейчас эта проблема обсуждается. Мы не будем, конечно, этим заниматься сегодня, но люди, которые либо на самом деле не знают историю Абхазии, либо они намеренно искажают, но
пытаются незаконным образом проводить экскурсии, зарабатывать деньги и так далее, и так далее. А вот историк, это уже историк, сам Бог велел, чтобы вел самые грамотные экскурсии. Ну, в работе касаемо экскурсии есть такая вот небольшая такая проблема. Рассказывать там быт, традиции, истории и географию Абхазии, это можно в разных форматах. То есть, нужно поймать такой момент с людьми, чтобы это было им интересно. Чтобы они вот в дороге ты будешь рассказывать, они там, как обычно у нас туристы бывают, засыпают там в машине. И неинтересно. Им вот они увидели. Какой момент находишь ты для того, чтобы их заинтересовать? Разбавляешь шутками. Ага. Но это тоже надо иметь такое качество. Не у всех такое качество есть. Да, чем веселее проводишь... А шутки какого плана? Это анекдоты или что-то другое? Нет, анекдоты, если даже анекдоты рассказываю, то в мере, так скажем, подбираю под группу. Это элементарно просто, если берем, едем с Сухума-Тарицы, маршрут-то сам по себе большой. И каждый раз где-то останавливаться, где-то что-то. И, конечно же, надо немного где-то от истории начинаю рассказывать, немного приостанавливаюсь, я начинаю рассказывать более такой, скажем, традиционные моменты на территории Абхазии. Кстати говоря, это очень сильно нравится всем туристам, касаемо гостеприимства, как у нас это все происходит, как мы встречаем гостей, как мы их провожаем. И вот немного рассказываю, как раньше это происходило, какие на данный момент это, так скажем, позабыты немного, но видоизмененные, которые, и это им вот более интересно становится, они вот начинают активничать там в машине, и вот как-то так разбавляю. Интересно узнать, какие комплименты они делают тебе. Вот самый-самый запомнившийся комплимент, скажем так. Какое спасибо больше всего понравилось, да? Или какая-то реакция такая, которая вот очень запомнилась в работе этой. Честно говоря, самое запоминающее, наверное, было это в начале моей работы, когда еще, так скажем, такой молодой парень, который ездил по восточной части, рассказывал за храм, и вот именно первые вот эти слова, которые говорили, вот, молодец, как хорошо ты историю знаешь. И каждый раз, когда мне говорили, вот, такие вот ребята должны развивать эту страну, патриоты, и вот так ты от души рассказываешь за свою страну, вот это, наверное, для меня самое является большим комплиментом. Мазейда – слово молодежи. Сейчас вот у вас была установочная сессия. Вот так получилось, что я на заочном тоже преподаю. И как раз во время преподавания у меня появилась вот эта идея. У нас есть проект, значит, Мазейда, где вот собираются студенты и обсуждают разные проблемы. Не так давно мы начали это делать, но тем не менее уже вот что-то с нами интересное происходит. Думаю, вот заочные, заочники, мало времени, пришли, ушли. Да, в общем-то, и друг с другом в группе тоже нормально пообщаться, познакомиться, подружиться и так далее. Всем не хватает времени. И вам больше всего, мне кажется, что вот не хватает чего? Вот на заочке это вот этой романтики студенческой жизни. Потому что студенческая жизнь, она очень романтична, когда вот она идет в нормальном русле. Ну, сегодня, когда пандемия, конечно, тоже и на очном тоже нет нормальной такой студенческой жизни. Но мне кажется, что вот один из минусов, наверное, вот это, хотя, может быть, это не самое главное, но почему не главное? Вот это тоже очень важно, потому что это значительная часть времени, она все равно здесь проходит. Да, Саид? Вы правильно отметили. Я помню, хорошо помню, пока еще годы, что я провел в научном отделении. Отмечу честно, у меня сейчас очень хороший курс, интересный курс, разные люди. Но больше друзей у меня было тогда, когда я был в научном отделении. Потому как мы понимаем, даже каждый день одни и те же лица, ты лучше узнаешь этих людей, у тебя общих дел становится намного больше. На самом деле своя романтика, именно романтика студенческих дней, она больше чувствуется, конечно же, в научном отделении. На заочном мы уже проучились больше полугода. Ну, так толком мы не успели друг друга узнать. Ну, да. Только отдельных личностей разве что. И кроме того, очень мало часов мы проводим, слушая некоторых лекторов. Очень большой упор, каждый должен понимать, что если ты отправляешься учиться на заочное отделение, здесь
научишься ты или нет чему-то, зависит от тебя. Большой упор на самообразование, потому как есть некоторые лекции, где мы с лектором познакомились, и я ее понимаю, я очень хорошо понимаю, о чем она говорит. Я не знаю, как за эти часы вам дать эту информацию. Она нам дает азы, а раскрыть это все мы должны уже сами. Если нам это интересно, нам это нужно. И то есть, если вы своего ребенка, если взрослый человек отправляет на заочное отделение, мама должна понимать, что будет он учиться здесь только если ему это интересно и нужно, а не потому, что она его заставила. Осознанно все должно там происходить и так далее, потому что на первом курсе научном мы к студентам относимся почти как к школьникам. Я говорю, первый семестр, они пока еще, вот их голова в школе вообще, их здесь нету, они не понимают, они вообще не знают, как себя все, они преподавателя называют учителем или учительницей. Да, а вот второй семестр, я уже начинаю понимать, что они немножко адаптировались, они уже другие, они уже вроде бы свои, им не надо говорить, сидите тихо, записывайте, конспектируйте, не ждите, когда я вам продиктую. Вы сами уже должны были за это время научиться, как конспектировать и набраться этой скорости и так далее. Да, на заочном с этим, конечно, сложнее, но я уверена, что и на дневном, и на заочном, чтобы человек учился хорошо и получил качественное образование, он все равно должен работать, потому что мне кажется, что преподаватель и здесь, и там, но на заочном, наверное, в большей степени, он как бы дает дорожную карту, не более того, а все остальное зависит от самого студента-заочника. Мазейда, Ачар Ража. Давайте теперь перейдем к преимуществам, плюсам заочного обучения. Я думаю, что плюсов достаточно много, и как взрослые люди вы это знаете. Несомненно, много плюсов у заочного обучения. Курс у нас довольно интересный. Я вот конкретно про наш курс расскажу, 4-й заочный исторического факультета. У нас публика такая разновозрастная, у нас много возрастных студентов, и лектора уже знают нас, не первый год с нами. Преподаватели, хорошо. Многие лекции наши проходят в формате некого диспут-клуба. Мы дискуссируем на разные темы. Иногда, может быть, лекция уходит немножко в другое русло, но преподаватели понимают, о чем говорить с нами. Они понимают, как мы мыслим, с удовольствием выслушивают нашу точку зрения. Наше общество очень политизированное. Я чуть-чуть сейчас отклонюсь от темы. Мы даже кофе не можем попить спокойно с утра, чтобы не обсудить какую-то очень острую политическую или социальную тему. Мы, как историки, мы уже не как простые обыватели, у нас немножко другой взгляд на все происходящее, и мне нравятся лекции, которые проходят в таком нестандартном формате. Это очень интересно. Да, понимаю. Иногда боишься, что лекция может превратиться в митинг. Такое тоже бывает. Хорошо. Ладно, давайте мы даем слово уже, наверное, Сари, которая сегодня обучается на дневном отделении, но у нее есть какие-то планы, и когда вот я сказала, что у нас вот такая идея обсуждения такой проблемы, она с удовольствием к нам пришла. Пожалуйста, Сари. Да, я была очень рада вообще услышать, что такая тематика, вообще тема будет обсуждаться. Я сейчас учусь на филологическом факультете, 3-й курс. Мне очень нравится моя специальность. Я всегда любила работать с родным языком, поэтому я решила поступать только на очное отделение и здесь, в наш Абхазский государственный университет, потому что работа с родным национальным твоим языком только здесь. Мапсара, айтага теория, жара культура аймадара. Ескна, ихопу без сахша, убраться расцойт, хошук сацвейт, да, райс горбхана зарасачу, без банзер айтагара теория, аурус без шом апсо, без шом яхепехамтез, иратшаю папсо, без апсша, уягара и раздырдзом, урус шалихара закитшажу, убрезахан, абрехарах без ша, ай курхара и хапхака, убреачираза, сарайс горбхана, усадызвует, аурус без шаги, апсо без шаги. Сара алатара тохшаджа ацарасцойт, аха ари ялсхазазан
санат саналгалак, дипломан солак, аштых сарайстаху пазиндер факультетах, аха алатарадат аушахе аталара, избанзар рабхас сабхака истаху рабхат писанат ялс хазала аусаура, яхарадзак спешияцистер гистаху сцена урстала уа айтагара теория языку юкуп магистратура сталарстаху убра магистратура салгана яхарадзак зиндерат факультет зыстаху сарисмша бзезбон ира абарта процесс ква телехопшала нахдербоз буртрухопша исгорбхана ирачуп дарадза сарасюс зиндерат факультета джаус аус зуагиқуб ацара зогиқуб убрезы сапхака бри саната ялсхаз салгар истухупа алатарата тохшахе. Теория перевода усахзуб, да? Занаты психила, айтага теория, да? Вы ишбуху зубарапи юхуб избанзар ера заочная психила апсфихи тазгар салаги тужу жранза. Ну анза крам тачтых сари сахахан уже нас хисар худзумаган пе интересы мадзамус и здоровым стаха. А бламбар пхиеныкас сгала что таха. А уже шарей шей тажгас. Алла тарадат яхаеху. После окончания, когда я получу, то есть, свое первое образование, диплом заберу, я даже сейчас... То есть я могу сказать, что одно из преимуществ вот заочного обучения заключается в том, что человек, который хочет получить уже вторую специальность, работать и в то же время получить и другое новое образование, у него такая возможность есть. Потому что на очке все время учиться на 2 специальностях или 3 специальностях, это очень сложно. А вот зато вот заочка – это преимущество на самом деле. Да, это очень большой плюс, тем более, когда ты любишь, говоришь, вот я вот послушала ребят, и я понимаю, что это в будущем даже поможет тем, что ты саморазвиваешься, ты сам это познаешь, тебя никто не заставляет, ты должен понимать, что это тебе надо, ты сюда пришел, потому что ты этого хотел, ты ходишь всего лишь месяц, а дальше развиваешься уже сам, и для саморазвития это очень даже хороший мотиватор, такой вот заочное отделение. Шавяшдах сараурус сейчас зҳадзомса там псишвала исҳарт салагот залам царфисцхра алла парада пхуша цара юра яхам чус ямана сарайзбот яхобриза тглаза ашахтаглоп иқоп апха визанат аналихва аштаха цара данцо وبس يقرأ شوي بحرحته يا أخي. يقشني وحيد. وبرزه سراس يا أخي أوسا خزوة يسنار بارا ويد يتجس ترسي يستخو يسجو. избанзар школу аналгу ухьёбха азанат алхразух ньюту худырвач гетхави издырвач гедагадзам аджи икчит нас ипстаза аразаги убрезанат языкут югобхвата хадачаджи патракачта хилика вот яли хзеришитом яшо убыс школа аналгу зиги хагохот хытва яшо ами хакулар цахтаху паха шахнарбуала торых يري حركة يشم قا يتم أنا لحوق حركة وصل يشالطوجي يشيزلاز بوالا ويو أبخي زنات ألخ ناس تريورا الشرايي مازر بزيو وبرزحن على ترادت تريور تحريح تخوب يخابسنا ويادا ناس يقوب ويو يخام توبس حتى قلوب أي بشراش تخيرات شو يخيط نبزمام شبزمام يقوب إنفاليد شيء سجنا خاله الزمن شالم وبرت الشارع شبارحم تري ترى راورت برايالارت يشر زمن شاله وبرزه أنا على ترادت хуша, да, ряхта хупа пснах, обус райзбод яха. Был такой период, когда здесь тоже вот в нашем университете хотели вообще отказаться от заочной формы обучения. Было такое дело. И я лично была очень расстроена, когда узнала об этом. И потом вот ваш курс вообще как появился, я очень просила за то, чтобы все-таки на исторический набрали. И вот в том году набрали вас, и у них, вот они сейчас на 4-м курсе, это просто замечательная группа. В основном взрослые, костяк очень-очень-очень хорошие вот люди. Ну, ты понимаешь, что не надо им ничего на пальцах учить, показывать и так далее. Вот они сами все уже достаточно хорошо понимают, и если ты какие-то вот направления, да, даешь какую-то дорожную карту, намечаешь и так далее, они это понимают, и
и они занимаются, они работают над собой, поэтому 4-й курс я люблю. И когда хотели, вот, скажем, отказаться от приема на заочное отделение вообще на всех факультетах, чем это было вызвано? Все-таки было мнение, что качество образования на заочном очень сильно пало, понимаете? И вот именно вот это подталкивало наш университет к тому, чтобы отказаться от заочки. Но я, например, считала, что есть аргументы, которые, в общем-то, очень важны, которые надо учитывать. Это, во-первых, то, что очень многие ребята поступают из районов сюда на заочное отделение. Почему? Потому что не у всех есть жилье, вот скажем, да, жилье в городе Сухум. Снимать жилье, содержать себя, вот скажем, одно дело, когда ты тут в семье живешь, и родители отвечают за все твои, там, скажем, почти расходы, да, одевают, обувают, кормят и так далее. А когда ты здесь оказываешься один, и ты снимаешь квартиру, платишь за съемное жилье, вы понимаете, это большие расходы. И вот с районов люди не осиливают эти вещи. И поэтому отрезать вот этот сегмент молодежи от образования, от высшего образования, важно, даже если не высшее образование, там колледж и так далее, мы не можем. Я считала, что вот это очень важно. И, конечно же, люди, которые работают, но так получилось, что они не смогли выучиться. После школы не у всех же получается поступить в вуз и выучиться. Человек повзрослел, созрел, он работает, и работа требует, чтобы он еще учился и получил диплом и так далее. Мы их тоже не можем отрезать и так далее. Я очень рада, что в университете есть понимание того, что надо было вернуть заочное отделение, и теперь уже полнокровно заочное отделение работает. Заочное отделение, безусловно, должно быть открытым, так как оно дает возможность получить высшее образование именно вот таким людям, как я, как вы уже говорили, которые параллельно работают и у которых семья, дети маленькие. И еще главное, которые не проживают в других районах, в других городах. Да, это для меня, лично для меня, себе скажу, было сложно определять детей с утра в школу, после школы, кому они пойдут, кто присмотрит за ними до моего возвращения. Плюс работа. Работа у меня такая, я преподаю вокал, занимаюсь с детьми, это много детей в группе, это у нас какие-то утренники, мероприятия, мы к ним готовимся, у нас репетиции, и это нельзя отменить или перенести. Допустим, День Победы. Вот он 30 сентября, и ты его не передвинешь, и нужно к нему готовиться. А тут, допустим, параллельно у меня сессия или там какие-то зачеты, экзамены, что-то важное в университете. И вот нужно вот в такие моменты разрываться. Это очень сложно, но я считаю, что я осилила, вот я уже на финишной прямой. В любом случае на заочном только это возможно сделать. И работать, и учиться. Понятно, что на очном это невозможно было бы. На заочном без отрыва от семьи, это было бы нереально от просто. Работы можно получить образование. Вот Алиса Куртабха, да? Вот, попаще школа Чанаусу Уэтаха. Я хап Арцевича Мачу нас или назымхо Арцевича назымхо, а диплом з мамги дрыдыр кылута усуро джаньелка уюзыгуб яхарака кытыра джоб на суях его. Аха Юцар сутахызыр, это было заща уой тусуми. Шарафюшпа зыгубризыхын. Аҵараз ҭаху есымша иԥшаауеит. Шпарҳо шабанза арманшәалеи абри шәцара абыржәы. Шәусура арманшәалама. Исусура арманшәалеит, избанзар сара ишысҳәаз еиԥш аҵаҩцәа имаҷҩны исымоуп хәҩык, аха убырҭгьы ахылаԥшра рҭахуп. Насгьы абыржәы итәоуп дара аԥшьбатәи акласс аҿы. Аԥшьбатәи акласс уи актәи акласс еиԥш ахылаԥшра бзиа рҭахуп, ахылаԥшра ӷәӷәа рҭахуп. Убри азын ари иарманшәалоит. Арахь санаауа, аҵарахьы санаауа, абыржәы ҳныҟәон ажьырныҳәа жәаба инаркны ижәы-жәбанӡа ҳныҟәон. Усҟан ашколгьы иаҟан аҵаратә процесс аҟан. Ииашаны сара
сышкола напхкаюги с بتصاروب واحد بترحب نقول روب حنا خان كي ما بسلكتم بتصاروب حسالش تو ناس كيوا يسمو بسويس راس بصاحو соглас сбо يبرزن ناس يسچنا سنقوز герах уртки Абырт бишап коллегатша иртахызар акәха баргьы адиплом баурц бцарана бгӡарц убранас баргьы барӷьажәны избанзар ас уҳәа арс уҳәа иара диплом анумамгьы аус анууа диплом да иара заанаҭ умаӡамкәа хәыҷык ухы ҟәнушьоит усоуп да ибыцхраауеит усума исыцхраауеит иҭабуп ҳәа расҳәар сҭахуп схы исымалшара схы иархәаны иашаны иҭабуп ҳәа расҳәар сҭахуп дара исыцхраауа сышкола аиҳабы Таниа Наира Гьаргь-иԥҳа иара убас са санаамыз схәыҷқәа збо Кутелиа Манана Иуана-иԥҳа схәыҷқәа збо схәыҷқәа ҳәа дырҿылҵаҩцәароуп иаҳҳәап асессиа аншәымоу арахь шәанаауа абарҭ шәхәыҷқәа бараҳәагьы басҟатәны сԥсуацас ус иаҳа иаԥуп арахь банаауа бшыҟамло анырдыруа иеигәырӷьо иршәымахә насгьы баннеилак ишԥабԥыло ианрасҳәо ианеилыркаауа даара рылахь еиқәырҵо дҳаҳҭахӡам ирласны шәаарҳәоит саннеилак ииашаны саргьы игәхьаазгоит иашан сара нас аус зуеижьҭеи имаҷӡоуп хәышықәса роуп иҵуаха дара аԥхьатәи сыклассоуп азыҳәаны ргәыблра даара ргәыблра сымоуп абри сара макьана хәыҷқәа схатәы хәыҷқәа сымаӡам аха абурҭ схәыҷқәа ракәушәа убыс знызала алуц. На заочном отделении достаточно, их даже больше, чем минусов. Вот я слышу от тех людей, которые здесь сидят, что плюсов больше. Я думаю, что это все должно исходить в первую очередь от себя, то есть ты должен иметь желание и понимать, что тебе это надо, и потом уже, получается, идет, это ты должен к этому подойти, я думаю, что осознанно, потому что ты должен понимать, что тут на заочном отделении самодисциплина, самопознание, ты должен находить какие-то определенные источники сам, и это все исходит от тебя. Если не будет желания, то ты не сможешь это все реализовать, я думаю так. Кто здесь на платном обучении? Кто платит за обучение? Вы, наверное, сравнивали со стоимостью обучения на дневном отделении. Я думаю, что на дневном это будет дороже всегда. Мазейда. Слово молодежи. У вас буквально сегодня, вот когда мы записываем эту передачу, официально закончилась установочная сессия. По крайней мере, на некоторых факультетах она закончилась сегодня. Но, насколько я знаю, у кого-то она начнется в ближайшие дни. Вот у кого закончилась установка, как мы ее называем, установочная сессия, хотелось бы, чтобы вы поделились своими впечатлениями. В установочной сессии как много вам дают? Вот какие профессиональные навыки вы за собой замечаете? Вот чему вот за это время научились? Это вопрос прежде всего к старшекурсникам, потому что первый курс – это пока первый курс. А вот старшекурсники, что вы за это время приобрели, что вы научились делать лучше, чем это делали раньше? Касаемо того, что я здесь узнал, что я добился, это могу так сказать, то, что первоначально огромное спасибо самим преподавателям. Реально, за короткое такое вот время, которое идет у нас лекции, они стараются всячески, просто-напросто нам рассказать побольше. И большей части, кстати говоря, есть преподаватели, которые ведут эти лекции, осознавая то, что всю программу они просто не охватят, они начинают с нами беседовать. То есть вопрос-ответ, как мы считаем и все остальное. Это больше помогает студентам. То есть быстрее разобраться касаемо какого-то либо предмета. Касаемо того, что на заочном, что приобрел, честно вам скажу, это
когда говорят о том, что уровень заочников насчет учебы немного ниже, я с этим не согласен. Это обратно же зависит от самого человека. То есть есть очень много свободного времени от учебы, так скажем, и как этот человек будет использовать это свободное свое время. То есть если он начнет развиваться, он начнет читать что-то, ему интересно и все остальное, конечно же, он добьется много чего и большего даже, может быть, большего, чем на дневном отделении. Но обратно же это все зависит, как это свободное время будет человек использовать. Например, сложно, кстати говоря, на заочном факультете, это то, что все-таки, когда заканчиваются лекции, они и так у нас очень мало идут, там 3 недели, 4 максимум. И подготовка к экзаменам и зачетам. То есть вот сейчас элементарно у меня 1,5 месяца только, чтобы подготовиться ко всем зачетам и ко всем экзаменам. Это чуть-чуть, конечно, сковывает, надо как-то быстро в темпе это все делать. Ты летом работаешь 24/7, как ты сказал. Сейчас тоже надо работать 24/7. Конечно же, да. Я привык, это понятное дело, но те, которые, так скажем, только начинают на заочное, это для них не то, что как бы что-то новшество. Они просто-напросто уже начинают так смотреть, ну не успею все равно и так. Ну, это обратно же все от человека зависит. Я очень сильно благодарен за то, что есть заочное отделение на самом деле у нас в Абхазии, потому что оно реально помогает. Честно скажи, курсовые работы, рефераты и дипломную работу на историческом сам писал? Честно прямо? Ну да. Может, не будем. Бывало, некоторые сам писал. Бывало, конечно же, с помощью других Здесь людей. где-то, наверное, у нас своя компания «Заочник». Вы, наверное, знаете, в интернете есть компания «Заочник», которая принимает заказы от студентов, значит, на курсовые, дипломные, рефераты и так далее. Скорее всего, наши студенты не пользуются этим «Заочником», то есть компанией, но, наверное, у нас тоже есть, кто принимает такие вот заказы. Да, значит, думаю, что ты искренне сказал то, что сейчас вот сказал по поводу того, что иногда, наверное, приходилось обращаться, и такое бывает. Это честно, по крайней мере, Саид. Я вам по поводу курсовых хочу. Учась на очном отделении, я сдавал курсовую работу Геннадию Киевичу Айба. Он у нас и сейчас ведет, преподает. Ему же я буду сдавать новую курсовую. Он ко мне обратился, спрашивает: ты же мне сдавал, у тебя есть курсовая, ты можешь ее же принести, у тебя вообще в зачетке старой стоит. Я настоял на том, что я с удовольствием еще раз сдам, потому что сейчас курсовая, ее намного проще найти информацию. Вот я в 2000-е годы, в начале 2000-х годов, я помню ребенком, у меня старшая сестра моя, двоюродная, она Амра Амчепхана, по библиотекам с большим трудом, я помню, своими руками, ручкой. Сейчас у нас все просто. Информация, да. Википедия, Google. Википедия — это не тот источник, на который мы полагаемся. Образно говоря, у нас все под рукой. Информацию просто нужно собрать, и все просто. Сегодня нужно хотеть учиться. Еще раз, как все отмечают, мы приходим к тому, что нужно хотеть учиться. И заочное отделение, оно как раз-таки тебя формирует, кроме того, что ты получаешь возможность направлять себя в плане того, что тебе нужно бы еще знать, ты еще и получаешь какую-то самодисциплину. Ты понимаешь, что либо ты сейчас с собой займешься, либо у тебя этого не получится. И наверное, вы меня обрежете, да? Придется. Хорошо. Это самодисциплина. Преподаватели нам задают какой-то вектор. И вот мы следуем этому вектору, мы знаем, что нам нужно. То есть из такого огромного количества информации я точно знаю, где какую почерпнуть. Для себя лично, для работы, для курсовой, для контрольной, для реферата. Еще одно такое качество читать и слышать между строк. Я не знаю, это вот личное мое качество я научилась за годы обучения. Вот я везде вижу, не везде, а часто вижу и слышу какое-то второе дно. То есть я однобоко не воспринимаю информацию. Я ее сквозь призму... До истфака не было этого? Нет.
такого не было. Потому что история, она сама по себе... Вот это не как математика, это не как физика, не химия, это вот не точная наука. То есть там можно додумывать, и я понимаю, что нужно пропустить тот или иной факт сквозь призму кучи вопросов, сомнений, и у меня может быть другая точка зрения на тот или иной исторический факт, на то или иное событие, и я вот в себе это качество открыла. Ну да, это уже вот можно говорить о профессиональных навыках. У нас бывший ректор многие годы назад, вот первый ректор Зураб Янурович Инчебадзе, он преподавал, и слышали, наверное, о нем. Ну, по крайней мере, кто на ИСТФАКе учится, его книги читают и так далее. Это не просто книги, это исследования, да, серьезные. И он преподавал нам на первом курсе, и я помню, он нам говорил вот следующую вещь. Значит, очень много людей, которые просто любознательные, им нравится история. Но они не профессиональные историки. Такое может случиться, что я могу там зайти к сапожнику, чтобы он там башмаки натер и так далее, и он мне может задать такой вопрос. Или же тот же врач, у которого я лечусь, он может мне задать по истории такой вопрос, потому что вы знаете, что многие люди других специальностей интересуются историей, да? На этот вопрос возможно, что я не отвечу. Какая-то вот такая страшная конкретика, но вы понимаете, историю вот так вот знать, это невозможно, это так много всего, да. И чем, говорит, в таком случае? И он может меня, говорит, вогнать в краску. Я не смогу ответить на этот вопрос. В чем разница между нами, между врачом и мной, историками, между сапожником и мной, говорит, историком? Но разница в том, что, вот скажем, по этому же вопросу, на который я не ответил, зато он знает ответ. Если нас вот так вот обязать, посадить и сказать, вы должны исследовать этот вопрос, изучить, проанализировать и так далее, и вы должны это сделать, я напишу исследование, а он не сможет, потому что он не владеет всеми методами, которыми пользуются обычные историки при анализе, при изучении, исследовании там, материала и так далее. Вот. Поэтому это профессиональные навыки. Если вы начали чувствовать, что вот так вот рассматривать факты как белое и черное, к сожалению, в нашей жизни часто это очень происходит. Люди, которые не очень образованы, очень мало читают и так далее, они любят так уперто рассуждать и доказывать вещи, которые невозможно, в общем-то, и доказать. И я хочу обратиться к Сарии. Сейчас вот ее ждет заочное обучение, в общем-то, да, но сейчас вот она пообщалась с вами, она вот услышала все, что вы говорили, я понимаю, вы очень искренне это говорили, это очень ценно. В наше время, мне кажется, что дефицит вот как раз-таки вот этой искренности и чистых таких вот эмоций и так далее. Потому что в нашей жизни, понятно, очень много игры, очень много всего и так далее. Вот ты послушала их, и какое впечатление у тебя сложилось. Они смогли сказать о преимуществах заочного обучения? Или ты пришла, вот ты на очном думаешь, вот могли бы они лучше это раскрыть, сказать об этом, что это лучше, это хорошо, это замечательно учиться на заочном, чтобы в наше время очень много для себя можно взять и на заочном обучении тоже. Ну вот я посидела, послушала всех, здесь разного возраста ребята присутствуют, и я понимаю, что я все больше и больше хочу поступать на заочное отделение, тем более, когда я хочу свое первое образование использовать именно во втором высшем, то есть это юриспруденция. И я понимаю, что у меня есть такая прекрасная возможность учиться и работать одновременно, и это будет опять-таки, это заочное обучение будет мне помогать мне саморазвиваться, это самодисциплина. Я признаюсь честно, я немного ленивый человек, и когда вот у меня вот эта ответственность, я понимаю, что у меня впереди сессия, а я многое могла и просто отложить, не выучить, а здесь заочное обучение. Здесь мне как на дневном отделении, мне никто не будет объяснять, и я должна буду это делать сама. И вот я послушала ребят, кто на первом курсе, кто уже второе высшее, также заочное отделение. Я понимаю, что я хочу, и плюсов гораздо больше, чем я думала. Так что заочное обучение – это, правда, заочное отделение. Это обязательно должно быть вообще в каждом университете, потому что у разных ребят разные проблемы могут возникать, разное положение, и это выгодно. Да, вопрос ко всем. Мы как-то хоть немного разрушили стереотип о том, что
Заочное отделение – это не очень высокий уровень знаний, это шпаргальщина, скажем вот так вот, да, это неумение мыслить самостоятельно, анализировать самостоятельно и так далее. С этим мифом или стереотипом мы хоть немного справились. У кого есть мнение по этому поводу? Этот стереотип мы не сломали, мы его не подтвердили, мы немного разъяснили, что все зависит опять же от тебя. Можно свой пример? Я имею время? Да-да-да, бегом, только бегом, да. Нет, тогда я не буду. Ну давай. Уже Вот на очном отделении на первом курсе я учил латинский язык. Я тогда, чтобы сдать этот зачет, использовал свою короткую память. Ну, вы знаете, есть такое понятие, как короткая память. То есть за дверью почитал, зашел, быстренько ответил, пока помнил, вышел и забыл, ушел. Сейчас же я понимаю, что сейчас на заочном, будучи я гораздо глубже, я расширил свои знания. Сейчас я еще экзамена зачета не сдавал, я даже не знаю, у нас будет экзамен или зачет, но я к нему готов, потому что я получил лучшие знания, и это зависело от меня. То есть мы должны понимать, что ты на заочном отделении имеешь больше времени, чтобы посвятить себя тому, что тебе нужно выучить. Ну, я думаю, реально разъяснили касаемо того, что для чего, по сути дела, нужно заочное отделение. Это все-таки для, обратно же повторю, не для студентов, которые вот только школу закончили, поступают и сразу идем на заочное. Потому что если так пойдет, система это обратно же... Будем честно, откровенно говорить, школу, которую закончили только что и начинают поступать, немного будет хромать дисциплина касаемо у них же самих. Им будет это немного неинтересно, это для них будет, это возможность пойти дальше. Просто-напросто, тихо, спокойно. Ну и исходя от этого, заочное отделение должно существовать именно для людей, которые уже сами знают, что им нужно в этой жизни, и что им реально нужно, это учеба и эти знания. Поэтому, то есть обратно же все в руках самого человека. Я считаю, что заочный факультет вообще очень даже необходим, реально, потому что многие ребята, вот даже вот как Саид говорил, если инвалиды, которые с удовольствием учились бы, но не имеют такой возможности. Итак, считаю, очень даже необходимо. Тамара, значит, Тамара поющая, как мы узнали. Тут есть танцующие, тут есть еще поющие и так далее. Интересно, дети ваши вот в студии, вы вокалу их учите в Ткварчале. Каким песням? Вот что за жанр? Эстрада? Да, эстрадный жанр, эстрадный вокал. Есть академический, у нас эстрадный вокал. Какая песня вами больше всего любима? Любима? Вообще... Что вы поете больше всего, чаще всего, вот для себя вот иногда? Вот у нас оператор все время какую-то классику поет, но я, правда, не знаю, что за вокал у нее. Она поет все время что-то. Вот из абхазских песен какая самая-самая вообще? Ну вы же не попросите меня спеть? Ну откуда вы знаете? Ни в коем случае. Ну интересно. Нет, я не смогу спеть. Чуть-чуть, что-нибудь. Чуть-чуть. Я не смогу, нет. Ну какая песня тогда? Ну ладно, ну как это вот? Вы же хотели стать артисткой. Да, я хотела стать. Ну и вот есть возможность, вы представляете, сколько зрителей, хоть что-то. Например, с детьми какую песню вот вы поете, разучиваете? Ну, у меня хорошо, маленькие возраста дети. Маленькие, например. Я знаю, что очень сложно выбрать им как раз такие песни подходящие для детей. Что-то из мультиков, из сказки какой-то, что-то волшебное, красивое. Поют крошки у меня активные. Мы принимаем участие и в конкурсах, и ни разу не вернулись в Ткварчал без какого-либо места, без наград. Что-то типа «Папа может, папа». Нет, такой ужас мы не поем, конечно. Нет. Я иногда в группах, вот заочникам вижу, пусть это не очень много, но очень ярких звездочек, очень ярких. И иногда вот в некоторых группах дневного отделения ты таких не можешь найти. Поэтому что-либо так категорично утверждать, я считаю, что неправильно. То есть и на заочке у нас попадаются и учатся очень хорошие студенты. И вот в последнее время, что сейчас я замечаю, что взрослых становится больше,
А вот эта тенденция, кстати, в одно время она угасла. Да? Взрослых на заочном было мало. А в советское время, я помню, было очень много взрослых на заочном обучении. А вот сейчас потихонечку у нас становится взрослых больше. И мне кажется, что это тоже повлияет на качество обучения. Мы сейчас видим, что взрослые ребята начинают почти с нуля и начинают учиться. Они хотят иметь знания. Это просто замечательно. Студент сегодня, что очник, что заочник, экономит очень много времени. Что касается стереотипов, мы понимаем, что в нашей жизни во всех сферах они есть, но это не значит, что мы с ними согласны, что мы их не можем разрушать. Ну, англичанин какой-то приезжает в Париж там, по своим делам и так далее, на такси подъезжает в отель, поднимается, значит, к себе, и первый человек, с которым он встретился в отеле, это была горничная, значит, француженка, которая была вся кучерявая и вся рыжая. И, исходя из этого, он делает вывод: все француженки рыжие. Но вы понимаете, что это стереотип, что это неправильно. Так часто бывает и с нами тоже. И мы сегодня готовы защитить нашу заочку, которая воспитывает абсолютно неплохие кадры. И надеемся, что завтра будет еще лучше. Спасибо вам за участие в программе «Мазейда».